Всем привет, кто смотрит видео. Я хочу рассказать немного о хакасском сайте, о том, что здесь можно найти тексты на хакасском языке. Теперь их тут 100 штук. Ну вот, давайте мы посмотрим. Если вы зайдете на etnomus.ru, то сайт выглядит вот таким образом. И тут есть два раздела: русский и хакасский языки. На русском языке в основном пока идут блоговые такие заметки о том, что сделано за какой-то период времени. Ну, например, вот вчера, 28 января, а сегодня уже 29, было внесено 5 текстов. А сегодня, 29 января, добавлено было еще 15 текстов на хакасском языке, и теперь стало их 101. И я теперь пишу видео о том, как пользоваться сайтом. Но мы должны перейти, если кто хочет видеть хакасские тексты хакасских песен, в раздел хакасского сайта. Он приобретает вот такой вид, и здесь уже меняется менюшка. В данном случае вы сразу можете перейти в раздел Сарнер Аттары, то есть это имена, названия песен. И по названию песен вы можете искать то, что вам нужно. Здесь указывается сначала название песен, автор слов песни, а потом уже композитор. И этот принцип соблюдается во всех остальных записях. Это то, что вы можете найти вот здесь, на этой странице Сарнер Аттары. И тут пока программа располагает название песен по алфавитному порядку. И песни с хакасских символов, ну, те песни, которые начинаются с хакасских букв, они размещаются уже снизу. Например, после кириллицы. Дальше в панели управления вы можете, здесь я добавил вот теперь уже рубрики Пёлеглер, Парчин Пёлеглер, основные все рубрики. Тут нужно сюда нажать, и вы увидите всю рубрикацию сайта. Кёглер Эзе — это авторы слов. Здесь можете найти авторов слов. Извиняюсь, авторов песен, это композиторы. Сестер Эзе — это авторы слов уже. Поэты, проще говоря. Ну и идут дальше исполнители. Их немного, но тем не менее они тут есть. Ну, дальше, если кто у нас есть в социальных сетях, вы можете сюда приобщиться. Например, нажать на эти ссылки ВКонтакте, на Фейсбуке, в Одноклассниках. Далее тут пока есть небольшой музыкальный материал. Это аудиоматериал из Терга. И пока, в общем-то, страница дается в развернутом виде. Дальше есть мелодии для Чадхана. Пока всего 3, но тем не менее. Я потом думаю, что эти разделы будут наполняться. Тут будут только мелодии Чадхана, здесь будут только мелодии для Хомуса, предположим, да. Ну вот, скажем так, тут видеораздел. И надо будет нажимать на название аккордеона. Смотрите, он в сверстанном виде, в нераскрытом виде. Вот так он выглядит, поэтому нужно нажимать на название песни. Это идут названия ансамблей, а дальше уже названия песни идут. Далее опять идет следующий инструмент, хобрах. Опять нужно будет нажать вот на название аккордеона, раскрывающейся такой странички. И здесь уже вы можете послушать целый концерт. Это была презентация в данном случае сборника Шалгиновой Татьяны Федоровны. И с названиями всех подразделов. Это уникальный на самом деле концерт в исполнении Марины Дориной на хобрахе. Вот пока есть вот такой материал на сайте Сарнер Аттары. И что еще хочу сказать. Если, допустим, вы забыли название песни, то вы можете как-то их найти в поисковике. Ну, допустим, вот возьмем последние песни, которые я сейчас сюда внес, вчерашние. Ну, тут уже можно характеризовать даже вот поисковые системы. Например, я вчера внес вот эти вот 5 песен. Да, мы берем, копируем название песни. Мы просто проверяем, как работает поисковик по отношению к данному сайту. Идем в раздел Google, допустим, да, и вот жмем на поисковик. Предположим, мы знаем Кюптайран. Ну, допустим, так, возьмем, да,
Тайрам. И когда мы в Гугле нажимаем на поисковик, то страничка, вот Тайрам, вы как раз, если нажмете в Гугле, она перейдет как раз к этому сайту. Но вот если вы то же самое сделаете в Яндексе, вот как ни странно, меня почему-то это немножко удивило, откровенно говоря, то вы уже этой странички пока еще не найдете. Дело в том, что оказывается Google быстрее ранжирует, чем Яндекс. Имеется в виду российский контент. Поэтому я начал призадумываться о том, что Google пользуется как-то более эффективно получается. И вот, к примеру, если вы название, допустим, сейчас там, да, если введете, сейчас подождите, весенний ветерок. Ну вот тут и есть и другие сайты. Но пока вот наш сайт по этому конкретному, по этой конкретной песне еще не ранжируется, но надо будет посмотреть. Давайте на другие страницы посмотрим. Так. Вот, сейчас вот там, если вы сюда нажмете, то увидите вот эту песню, можете здесь даже послушать. И есть ноты, но нет в таком в скановом варианте. Вот такая небольшая краткая информация по сайту Хакасчоннон Кюглеры, песен и текстов на хакасском языке. Сайт пока имеет два языка, но дальше посмотрим, что и как у нас все будет развиваться. Кстати говоря, тут есть уроки игры на Чадхане. Это в разделе русского языка. И тут есть целый плейлист, около 32 видео. Можно будет, если у кого есть Чадхан, или даже если нет, вы можете приобрести и потом попробовать по видео как-то вот начать обучаться. Обучающий курс сделан для начинающих. Спасибо за внимание. С вами был Сибдей Том с проектом Хакасская музыка, песни Тахпахи. До следующего видео. Подписывайтесь, кстати говоря, на канал. Ну да, до следующего видео. До свидания.